Уважаемый Садыр Нуружевич, сегодня главы правительств собрались на побережье жемчужины Кыргызстана, озера Иссык-Куль, ставшего традиционным местом проведения летнего заседания Евразийского межправительственного совета. Также на полях данного заседания проводится первый молодежный форум ЕАЭС СНГ, направленный на укрепление нашего взаимовыгодного сотрудничества с непосредственным участием нашего молодого поколения. В рамках председательства Кыргызской Республики в органах ЕАЭС идет активная работа по реализации основных направлений и инициатив, отмеченные в вашем обращении в адрес глав государств-членов ЕАЭС. В текущем году в плане мероприятий и стратегии 2025 предусмотрено к реализации наибольшее количество мероприятий. Позвольте предоставить слово уважаемому Садыру Нуружевичу Джапарову, президенту Кыргызской Республики. Здравствуйте, уважаемые члены Межправительственного совета и дорогие гости. Приветствую вас на берегу жемчужины Кыргызстана, озера Иссык-Куль. Очень рад нашей встрече. Как вы знаете, этот год знаменателен тем, что исполнилось 10 лет с начала работы Евразийской экономической комиссии, и мы находимся на этапе, когда пора подводить итоги нашей совместной работы за прошедшие годы, определить наши перспективные задачи и цели. Наш союз стал авторитетной и эффективной интеграционной структурой. Многие страны из самых разных регионов мира проявляют интерес к сотрудничеству. Мне приятно отметить проведение молодежного форума ЕАЭС и СНГ. Надеюсь, что эта международная площадка будет постоянно действующей и проводится на ежегодной основе. В рамках заседания вам предстоит рассмотреть весьма актуальные и важные вопросы евразийской интеграции. Уверен, что по итогам данного заседания Евразийского межправительственного совета стороны примут конкретные и перспективные решения для дальнейшего укрепления единства нашего союза. Уважаемые главы правительств, в нынешних кризисных условиях в международных отношениях взаимодействие наших стран в рамках Евразийского экономического союза приобретает особую значимость. Очевидна необходимость консолидации наших усилий для продвижения и защиты наших интересов на международной арене. Требуется выработка действенных и эффективных механизмов финансирования инфраструктурных проектов, которые имеют интеграционные направленности. Нам важно более активно и настойчиво продолжить работу по устранению барьеров, изъятий и ограничений, мешающих нашим интеграционным процессам. В данном контексте нельзя обойти вниманием одну из ключевых проблем в рамках ЕАЭС – свободу перемещения товаров. Несмотря на предпринимаемые шаги, барьеры продолжают препятствовать расширению торговых связей между нашими странами. Уважаемые друзья, сфера международной трудовой миграции является очень актуальной проблемой в наших странах, поэтому одним из приоритетов председательства Кыргызской Республики в органах ЕАЭС является создание надлежащих условий для пребывания трудящихся на территории стран Союза. В этой связи считаю важным продолжить работу в данном направлении, в том числе по решению вопросов социального обеспечения трудящихся и членов их семей и упрощению для них миграционных требований в государствах-членах ЕАЭС. Кроме того, в текущем году мы совместно должны приложить усилия по укреплению инвестиционного и кооперационного сотрудничества, развитию совместных транспортных коридоров, расширению торгово-экономических связей с третьими странами и региональными объединениями. Уважаемые друзья, вы все знаете,
что мировая экономическая ситуация переживает глобальные и масштабные структурные изменения, которые могут кардинально изменить характеристики мирового развития. По сути, идет процесс пересмотра глобальных моделей ведения торговли, потребления, формирования цепочек добавленной стоимости. Эти тенденции уже сейчас оказывают прямое влияние на развитие государств-членов ЕАЭС. Пользуясь случаем, просил бы вас обратить особое внимание на волатильность цен на сырьевые товары, продовольствие и энергоносители, что может привести к серьезным сбоям в цепочке поставок в наших странах со всеми вытекающими последствиями. Уважаемые главы правительств, из года в год усиливаются негативные последствия, связанные с резкими изменениями климата на планете, что требует от всех нас решительнее переходить к зеленой экономике. В данном контексте в странах ЕАЭС эта сфера рассматривается в качестве одной из приоритетных. Страны активизируют работу по насыщению климатической повестки, внедрению зеленых технологий, реализацию проектов в сфере возобновляемых источников энергии. Назрела необходимость проведения работы по разработке высокотехнологических проектов, которые могли бы стать символами ЕАЭС. Для консолидированного сотрудничества видится необходимым определение общих для всех государств, членов ЕАЭС, перспективных направлений долгосрочного экономического развития, исходя из интеграции их конкурентных преимуществ и научно-технических потенциалов, с учетом закономерностей развития мировой экономики и доминирования в ней новых технологических укладов. Дорогие друзья, перед нашими странами стоят большие задачи. Необходим тщательный анализ и учет глобальных вызовов и рисков в интеграционной повестке ЕАЭС. Мы должны стремиться к созданию благоприятных макроэкономических условий для опережающего развития экономик государств, членов Союза. Уверен, что эффективное использование интеграционных возможностей и инструментов в интересах обеспечения социального и материального благополучия населения наших стран приведут к росту взаимной торговли, в том числе за счет постепенного устранения барьеров, сокращения изъятий и ограничений, а также создания благоприятных условий для роста деловой активности. Кыргызстан уделяет особое внимание развитию евразийской интеграции и намерен предпринимать все возможные усилия для дальнейшего углубления интеграционных процессов по достижению целей Союза. Уважаемые главы правительств, пользуясь случаем, выражаю вам искреннюю признательность за эффективную работу и вклад в укрепление евразийской интеграции.